Здравствуйте! В эфире «Настоящее время» и в студии в Вашингтоне с вами Юлия Апел. Сегодня в программе. Поток мигрантов в Европу не прекращается. Германия усиливает контроль на своих границах. Российские оппозиционеры потерпели поражение на местных выборах, несмотря на активную избирательную кампанию. Без права на будущее 124 миллиона детей во всем мире остаются без образования. Мы начинаем с новостей из Праги. Сергей, пожалуйста. Спасибо, Юлия. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Германия, Австрия и Чехия объявляют об усилении пограничного контроля. Приток беженцев не прекращается. Чешские власти опасаются, после временной отмены железнодорожного сообщения между Австрией и Германией мигранты направятся в Германию через Чехию. В воскресенье Германия ввела контроль на границе с Австрией. Ранее о подобных мерах объявлял министр внутренних дел страны. В противном случае, по словам чиновника, Берлин с беженцами в этой ситуации просто не справится. В данный момент Германия временно вводит пограничный контроль на внутренних границах Евросоюза. В первую очередь это коснется границы с Австрией. Цель состоит в том, чтобы ограничить наплыв мигрантов в Германию и восстановить нормальные процедуры по работе с людьми, прибывающими в страну. Это необходимо по соображениям безопасности и предусмотрено Шенгенским кодексом. Тем временем в Брюсселе сегодня проходит заседание министров внутренних дел стран-членов Евросоюза. Главная тема – урегулирование миграционного кризиса. Участники встречи попытаются договориться по острому вопросу квот на прием незваных гостей. Между тем, министр внутренних дел Латвии отменил свою поездку в Брюссель. В его делегации признаются, на данный момент внутри страны нет согласия по этому вопросу. Вместо министра Ригу будет представлять посол Латвии в ЕС. Венгерские власти готовятся полностью закрыть границу с Сербией. С завтрашнего дня в Венгрии вступает в силу новое, более жесткое миграционное законодательство. И в соответствии с ним лица, незаконно пересекшие границу, подлежат аресту. Полиция Венгрии сообщила, только за один вчерашний день границу пересекли почти 6 тысяч беженцев. За вчерашний день венгерская полиция задержала 5809 человек. Сегодня утром до 8 утра по местному времени полиция приняла меры еще в отношении 3280 человек. За 8,5 месяцев текущего года в Европу, отмечу, прибыли свыше 430 тысяч беженцев. Это в 2 с лишним раза больше, чем за весь прошедший год. Украина – одна из немногих стран, которая не готова принимать беженцев. Причин этому несколько. Конечно, собственная война на Донбассе, отсутствие в этих условиях правовой помощи от государства и социальной защиты для мигрантов. Тем не менее, беженцев из стран Ближнего Востока в Украине уже достаточно. Подробнее Ирина Кононенко. Сегодня сирийца Хусама Аль-Ямани знает каждый любитель вкусно поесть. Ведь его ресторанчик в исторической части Киева с недавних пор стал одним из популярных мест. Это мой бар. У нас тут есть кофе по-арабски. А это сирийские сладости, пахлава. Это финики с кунжутом, это орехи. Хусам, как и многие его соотечественники, бежал из столицы Сирии Дамаск из-за войны. Оставил там все – родителей, сестру, друзей, призвание. Когда война забрала у меня все – дом, офис, машину, когда я ощущал себя в опасности, тогда я принял решение уезжать. Мне предложили сделать визу России, Китая или Украины. На тот момент это было проще всего. Европа тогда приостановила выдачу виз сирийцам. Так я выбрал Украину, потому что не хотел начинать свою новую жизнь нелегалом. И так сложно все это – начинать жизнь с нуля. В Украине официально находится около 3000 беженцев из других стран. Из них трети из Сирии, Афганистана и Пакистана. Чтобы выжить, иностранные переселенцы борются с местной бюрократией, неприятием общества и отсутствием работы для чужих. 16-летний Касим 6 лет назад вместе со старшим братом Самимом и родными бежал из Афганистана. Подальше от смерти, разрухи, безысходности. Мама иногда говорит, что надо поехать
Говорю, да, поехать, не сейчас, когда там будет спокойно все. Всего лишь пару лет назад братьям удалось завоевать доверие в обществе и стать на ноги. Касим – многократный чемпион Украины по боксу, а самим открыл парикмахерскую для мужчин. Но чтобы получить гражданство Украины, нашим героям еще нужно доказать свою благонадежность. Дарина Толкач, защитница прав мигрантов, уверена, Украина не лучшая страна для беженцев. По-хорошему, даже получив статус и якобы защиту со стороны Украины, Украина не может предоставить должной социальной защиты, интеграционных программ, языковых курсов и так далее. Тем не менее, руководство страны не отрицает, что Украина должна быть готова к проявлению солидарности с европейскими странами в помощи мигрантам из Сирии. Ирина Кононенко, «Настоящее время», Киев. О региональных выборах в России. Партия народной свободы «Парнас», вошедшая в демократическую коалицию Михаила Касьянова и Алексея Навального, не будет представлена в Думе Костромской области. Несмотря на активную избирательную кампанию, оппозиционеры так и не смогли преодолеть 5% проходного барьера. За ситуацией в Костроме все эти дни следит корреспондент программы «Настоящее время» Андрей Королев. Это кадры задержания на посту ГИБДД Костромы автомобиля Volkswagen Passat. По первоначальной версии костромской полиции в ночь на 12 сентября координатор организации «Открытая Россия» Станислав Рябов пытался ввести в город 2 миллиона фальшивых рублей. Позже выяснилось, что деньги подлинные, а злой умысел Рябова заключается в намерении купить дачу. Полицейские скандал замяли, но телевизионный осадок остался. Как остался он после фальшивой акции неизвестных молодых людей от имени партии «Парнас», вышедших на улицы Костромы с американскими флагами. Область оказалась единственной в России, где к выборам в региональный парламент была допущена оппозиционная партия народной свободы «Парнас», а лидером ее предвыборного списка стал известный московский политик Илья Яшин. Хотя главным раздражителем явился все же сопредседатель созданной весной этого года демократической коалиции Алексей Навальный. Я считаю, замечательную ребята провели кампанию. Я благодарен всему штабу и кандидатам за то, что они это сделали. А сделали, по словам Алексея Навального, невозможное. На протяжении 3 предвыборных недель «Парнас» подвергался беспрецедентному давлению как властей и правоохранительных органов, так и мало кому известных доброхотов, выступавших от имени народа. На экзит-поле прошел людей, за кого они проголосовали. Ко мне подошел молодой человек с вопросом, где можно забрать деньги за голоса за его и за его друга. 200 рублей за голос. Наши наблюдатели предельно мобилизованы для того, чтобы не позволить переписывать протоколы, для того, чтобы не позволить организовать вбросы бюллетеней. А в Костроме накануне выборов появилось несколько партий весьма экзотического толка. Так называемый «Парзас» и «Партия против всех» не вели активных предвыборных кампаний, хотя их присутствие ощущалось повсюду. Никому из многочисленных журналистов так и не удалось обнаружить представителей этих явных спойлеров партии власти. Зато к вечеру воскресенья очередной скандал разразился вокруг оппозиции. В дом, где арендовал помещение штаб наблюдателей «Открытые выборы», неожиданно ворвались вооруженные полицейские. В результате внимание отвлечено от выборов, привлечено вообще непонятно к чему. К какому-то непонятному покушению, к штурму. А пока пресса разгадывала тайну силового захвата квартиры на улице Депутатской, в центре Костромы разворачивали патриотические флаги представители прокремлевского движения «Антимайдан». Мне трудно понять, что происходит сейчас в Костроме, что вся эта проамериканская, извините за выражение, шушера лезет. Вот. Да, врать. Впрочем, возгласы из толпы скорее свидетельствовали об усталости костромичей от политических лозунгов. Ничего нового не принесли и результаты выборов. Андрей Королев, «Настоящее время», Кострома, Москва. На выборах в Костроме работает еще один наш корреспондент, обозреватель Тимур Олевский. Он поделился своими взглядами на проигрыш оппозиции. Видимо, местные жители не поверили людям из Москвы, и у них не было кандидата местного из Костромы, который был бы хедлайнером этого процесса, как было, например, в других регионах. И второе, к сожалению, для оппозиции, и вообще, наверное, к сожалению, для всех нас, разговоры о борьбе с коррупцией, о необходимости посадить в тюрьму жуликов и воров, что любит повторять Навальный на акциях протеста и все время в своей политической деятельности, вообще не впечатляют. Другие темы. В Одессе марш патриотических сил. На улице выходит несколько сот молодых людей, причисляющих себя к организациям «Правый сектор», «Авто» и «Евромайдан»,
самообороны Одессы. Под лозунгом «Свободу политзаключенным» они требуют отмены меры пресечения для задержанных активистов, подозреваемых в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины, а также освобождения одесских лидеров правого сектора и Евромайдана. Главная задача демонстрантов – остановить, по их словам, информационную войну киевских властей против патриотических организаций. Из Одессы Дмитрий Флорин. Митингующие уверены, киевские и одесские чиновники, пришедшие к власти после Евромайдана, за последний год не сделали ничего, чтобы революция достигла своих целей. Те люди, которые были при власти во время Януковича, они остались при власти, они просто поменяли надписи, поменяли фигурки, поменяли символику. Революция не закончилась, а в Одессе она еще и не начиналась, уверены патриоты. Губернатора области Михаила Саакашвили они обвиняют в том, что он, по их мнению, не делает ничего, чтобы разобраться с местными олигархами. Решительная же риторика самого губернатора активистов не убеждает. Мы, эти хозяева жизни, я и они никогда не договоримся. Не договоримся. Потому что это другая философия, а у меня другая. Я думаю, что страна принадлежит народу, а не вот этим. На месте снесенных Саакашвили на городских пляжах заборов появляются новые. А когда забор разбирают патриоты, в отношении них проводится расследование, недовольны активисты. Так, 30 августа автомайдановцы снесли забор у роскошного дворца, в народе известном как замок Гарри Поттера. Официально дворец называется Домом приемов Одесского гуманитарного университета. На следующий день забор восстановили, а 15 активистов задержали. К учебному заведению непосредственное отношение имеет украинский миллиардер Сергей Кивалов. Нынешний марш в Одессе продолжался около 3 часов. Колонна прошла по центральным улицам города, а в парке Шевченко организовали митинг. По словам активистов, если власти не прислушаются к ним, возможность нового Майдана исключать нельзя. Дмитрий Флорин, «Настоящее время». И далее у нас эфир из Вашингтона. Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд заявляет, что Москва понесет дополнительные издержки в случае нарушения Минских соглашений. Юлия, о каких издержках идет речь? Сергей, да, это действительно так. Находясь в Киеве, Нуланд сообщила, что санкции, введенные против России в связи с ее ролью в украинском кризисе, сохранятся, пока много раз нарушенное соглашение о прекращении огня не будет соблюдаться полностью. В свою очередь, директор информационной службы NATO Source при Вашингтонском Атлантическом совете Хорхе Бенитес отмечает, что Россия расширяет свое военное присутствие в Украине. В интервью сербской службе «Голоса Америки» он сказал следующее. Существует явное беспокойство относительно аппетитов Путина в Украине. Потому что, если бы он был удовлетворен тем, что уже сделал, если бы его целью был статус-кво, мы бы увидели усилия с его стороны по поддержанию ситуации на том же уровне и даже снижении вовлеченности России. Однако, судя по докладам, Россия увеличивает военное присутствие. Речь идет о тяжелых вооружениях, танках, артиллерии и современных ракетных комплексах. Это то, что Россия перебрасывает в Украину, а не выводит из нее. Возможно ли странам постсоветского пространства поддерживать отношения с Россией и одновременно сотрудничать с Западом? Конгрессмен Дэвид Прайс в интервью нашим коллегам из грузинской службы отметил, что международное сообщество заинтересовано в том, чтобы соседние с Россией страны сами определяли свой внешнеполитический курс. Грузия и Украина – страны-соседи России. И лидеры этих обоих государств знают, что им необходимо иметь хорошие отношения с Россией, политические, экономические. Это банальный факт. Однако это не значит, абсолютно не значит, что это не может быть совместимо с дружественными и благоприятными отношениями США и Европы. Возможно, господин Путин так не думает, однако его слово отнюдь не последнее в этом деле. Я считаю, что международное сообщество заинтересовано в том, чтобы Украина и Грузия сами определяли свой внешнеполитический курс. И если это будет заключаться в укреплении хороших, дружественных, политических, экономических отношений с Западом, и я не сомневаюсь, что это именно так и будет, то мы будем это только приветствовать. Между тем, другой конгрессмен Питер Роском высказался по поводу непризнанной Южной Осетии. Он побывал на административной границе между Грузией и Южной Осетией и заявил, что возлагает ответственность за наличие замороженного конфликта на Россию.
Я считаю, что ответственность за это все на 100% лежит на России. Это было вторжение в Грузию. Я вернулся с той демаркационной линии с глубоким чувством сожаления. Тот цинизм, с которым русские отнеслись ко всему этому. Они разделили общины до такой степени, что они сейчас сильно фрагментированы. Это территория, с которой многие жители просто уехали. Это было лишь агрессивной демонстрацией силы со стороны Владимира Путина. Здесь абсолютно нечему радоваться, и у этого всего нет никаких позитивных сторон. Это все вызывает боль, и, по-моему, за это все несет ответственность российская сторона. Каждый ребенок должен иметь доступ к качественному образованию, отмечается в Конвенции ООН о правах ребенка. Однако это фундаментальное право детей по-прежнему нарушается в самых разных странах. 124 миллиона детей во всем мире от Сирии до Таджикистана остаются без образования. Тему продолжит Ануша Витисян. Разрушенные школы, лагеря беженцев, переполненные детьми, стали привычной картиной за последние несколько лет. По данным Детского фонда ООН, 9 тысяч школ в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии непригодны для того, чтобы в них учились дети. Рушатся надежды целого поколения. Недоступность образования стала одной из основных причин массового бегства мигрантов с Ближнего Востока в Европу, так как соседние страны Иордания, Ливан и Турция не могут предоставить детям-беженцам полноценное обучение. Об этом вашингтонские эксперты говорили на саммите, посвященном вопросам образования в странах, переживающих или переживших конфликты и кризисы. Соседние страны принимают детей из Сирии и Ирака и пытаются помочь им, но этого недостаточно. Поэтому мы видим большой отток беженцев в Европу. Родители интуитивно понимают, что только образование может спасти будущее их страны. Согласитесь, качественное образование, которое в том числе дает молодежи знания о различных этнических группах и религиях, может разрушить этот бесконечный круг межконфессиональных, этнических и других конфликтов. Нищета, разрушенная инфраструктура и целое поколение детей, видевших только войну. Таковы последствия подобных затяжных конфликтов. Именно с этим столкнулся Таджикистан после 5 лет гражданской войны, которая оставила 55 тысяч детей сиротами. Как рассказывают участники Вашингтонского саммита из Таджикистана, сегодняшняя молодежь до сих пор страдает от отсутствия качественного образования. К сожалению, после войны авторитет образованного человека, он упал. И, конечно же, дети в какой-то мере не стремились получать образование. С другой стороны, на них давили социально-экономические факторы. Многие отцы потеряны были во время гражданской войны, погибли. Многие после гражданской войны покинули Таджикистан и находятся в трудовой миграции. В этой ситуации старшие дети начинают помогать родителям, носить воду соседям за деньги, может быть, где-то на полях чужого человека работать. С особой остротой эти проблемы ощущаются в селах Таджикистана. Туда и отправились специалисты Агентства США по международному развитию. Побывав в селах Таджикистана, они указывают на то, что нищета, отдаленность школ от населенных пунктов, неподготовленность преподавателей – не единственные причины того кризиса образования. Другой фактор – родители и религиозные лидеры в сельской местности, не отпускающие детей в школу. Объясняет это тем, что дома от них больше пользы, а девочкам лучше смотреть за младшими сестрами и братьями. Мы начали работу действительно не только со школами мы работали, но мы работали и с родителями, и с общественностью. Намного лучше было влияние, конечно, религиозных лидеров в том, чтобы девочки продолжали учиться. А у школьников благодаря этой программе появились наставники, учебники, временно развивающие игры и в результате интерес к учебе. Хотя это лишь первые шаги на пути к восстановлению образования в стране. На вопрос, почему подобная программа не разработана для детей Ближнего Востока, эксперты отвечают единогласно – опасно. А местное население тем временем ищет спасения и образования в других странах. И 24 миллиона детей в возрасте от 6 до 11 лет по-прежнему не ходят в школу. Ануша Витисян, Анатолий Кашенко. Настоящее время. Вашингтон. Победа над так называемым исламским государством в Сирии и Ираке является ключом к решению проблемы мигрантов, заявил телеканалу BBC генерал Джон Аллен, специальный посланник президента США по делам борьбы с ИГИЛ. Аллен считает, что лидер Сирии Башар Асад должен уйти. Между тем, профессор колледжа военно-морских сил США Николас Гвоздев не удивлен активизацией российских вооруженных сил в Сирии. Вот что он сказал по этому поводу нашему корреспонденту в Нью-Йорке Михаилу Гудкину.
Путин ясно дал понять, что у него есть свои красные линии, и что в случаях, когда ситуация выходит за эти красные линии, он будет действовать. Он это продемонстрировал в Украине, демонстрирует это сейчас. В последние недели участились разговоры о том, что Асад проигрывает войну и может потерять власть. Российское присутствие в Сирии является четким сигналом о том, что у России там есть свои интересы и что Москва готова их защищать. Соединенные Штаты могут либо сотрудничать с Россией, либо учитывать ее интересы. Но наша политика не может быть успешной, если мы будем просто критиковать Россию и надеяться, что Москва изменит свой курс просто потому, что мы заявили, что он вызывает наше раздражение. Соединенные Штаты выражают озабоченность действиями России в Сирии, но готов ли Вашингтон предложить какую-либо альтернативу? Мнение Николаса Гвоздева. Похоже, что Путин говорит нам: я готов отправить в Сирию своих военных. А что готовы сделать вы? Пока США не готовы к такому решению сирийской проблемы, которое бы потребовало бы американского присутствия на театре военных действий. Пока что ситуация осложняется, становится очевидным, что точечных бомбардировок недостаточно. Идея подготовки сирийцев, которые бы успешно противостояли на поле боя и Асаду, и Исламскому государству, не работает. По сути дела, Путин поднимает ставки и говорит США: либо действуйте и вмешивайтесь, либо позвольте России разобраться в этой ситуации. Он сделал то же самое в 2012 году, когда США угрожали воздушными ударами из-за применения Сирии химического оружия. Я думаю, сегодня ситуация повторяется. Тем временем лидер Аль-Каиды Залман Завахири в аудиосообщении, выложенном в интернете, призвал молодых мусульман в США и других странах мира совершать одиночные теракты. В качестве примера волков-одиночек он привел Джохара Царнаева, исполнителя теракта во время бостонского марафона, и братьев Куаши, которые совершили теракт в редакции газеты «Шарли Эбдо». В Кишиневе продолжаются многотысячные протесты. Подробности у коллег в Праге. Сергей, пожалуйста. Так и есть, Юлия. Это уже второе воскресенье подряд, как на главной площади молдавской столицы собираются люди, требующие отставки президента и правительства. Под окнами кабинетов министров разрастается палаточный городок. Корреспондент программы пообщался с теми, кто ночует на площади в знак недовольства политикой нынешних властей. Кишиневский Майдан сами митингующие называют городком достоинства и правды, по аналогии с названием политической платформы, которая выводит людей на митинги. Более 100 палаток вот уже неделю установлены под окнами здания правительства. Многие из тех, кого здесь можно встретить, приехали из районов Молдовы. Например, вот этот мужчина с севера страны. Люди настроены патриотически. Все здесь готовы идти до конца и добиться своей цели. Мы требуем отставки президента и возвращения украденного миллиарда. Даже если ударят холода, мы отсюда не уйдем. Мы дошли до точки невозврата. Некоторые протестуют целыми семьями. В палатках живут даже маленькие дети. Я здесь живу в палатке с папой. Мы протестуем против нынешнего правительства. Мы ждем лучшей жизни. В палаточном городке протеста есть свой градоначальник, который следит за порядком. Кроме того, здесь обустроили полевую кухню. Организацию питания митингующих взяли на себя волонтеры. Но несмотря на мирную атмосферу в протестном городке, некоторые из митингующих настроены радикально. Они нам говорят, что нельзя сейчас менять правительство, нельзя сейчас менять президента. Все можно, все можно. Они просто боятся. Я просто смотрю по людям, тут все могут дойти до крайности, так что я думаю, им лучше не провоцировать народ. Идиоты! Спускайтесь перед народом и отвечайте! Мы больше не можем вас ждать! На воскресной акции организаторы митинга поставили ультиматум. Если через неделю хотя бы часть их требований власти не выполнят, протестующие перейдут к пикетам и забастовкам. В Москве на 82-м году жизни скончался известный советский и российский политик, доктор исторических наук, академик, общественный деятель и основатель Российского государственного гуманитарного университета Юрий Афанасьев, автор вошедшего в историю устойчивого выражения «агрессивно-послушное большинство». Эту фразу Афанасьев употребил, обращаясь к участникам съезда народных депутатов СССР. Было это в 1989 году, когда освистывали и захлопывали, в прямом смысле слова, выступающего на трибуне Андрея Сахарова. Весной этого года Юрий Афанасьев дал интервью моим коллегам с «Радио Свобода». В последние 10 лет, как минимум, как-то ни странно, но наряду с непрекращающимся не просто давлением, не просто насилием на это людское общество, да,
это давление и насилие над обществом сопровождалось фактическим улучшением качества жизни большого количества людей. Причем вот тот факт, что это улучшение жизни, опять, как это покажется не парадоксальным, было по существу подкупом этого самого населения. В настоящее время продолжаем. В Калифорнии бушуют пожары. Вновь передаем слово коллегам в Вашингтоне. Юлия, ждем подробностей. Спасибо, Сергей. В связи с лесными пожарами, охватившими значительную часть северного округа Лейк, губернатор Калифорнии объявил чрезвычайное положение в штате. Сгорело более 180 домов, тысячи людей эвакуированы. Пожары пока не удается локализовать. Причиной разбушевавшейся стихии называют жару и многолетнюю засуху. Между тем, ученые предсказывают климатические изменения, которые отразятся не только на США, но и на Азии, Австралии и Африке. В южной части штата Калифорния уже который год подряд продолжается засуха. Все больше и больше людей вынуждены заменять растения на своих участках. Очень трудно все это. Некоторые из этих растений были здесь, быть может, 80 или 90 лет. Часть растительности в окрестностях Лос-Анджелеса не характерна для этих мест и требует много воды. Организация Theodore Payne Foundation вот уже несколько десятилетий пытается популяризировать цветы и деревья, которые изначально росли в Калифорнии. В последнее время интерес к ним садоводов значительно увеличился. Экономия воды по сравнению с обычным садом составляет от 50 до 80%, в зависимости от того, как и что вы высаживаете. Однако в предстоящую зиму проблема нехватки воды может стоять не так остро, считает климатолог Билл Петцерт. Это выглядит очень обнадеживающе. Первый шаг на пути решения проблемы засухи на американском Западе. Мы возлагаем большие надежды на этот Эль-Ниньо. Эль-Ниньо – это природное явление, при котором температура воды в экваториальных широтах Тихого океана превышает норму. Ученые ожидают весьма существенное потепление ближе к концу этого года и в начале следующего. Часть регионов при этом ждет более влажная зима. Некоторые обычно засушливые районы, такие как Запад США, Перу и Эквадор, будут охвачены ливневыми дождями. В Юго-Восточной Азии, в Индонезии, на Филиппинах, а также на севере Австралии происходят сильные засухи. Нет такого континента, который бы не почувствовал на себе влияние масштабного Эль-Ниньо. Кроме Эль-Ниньо, которое продолжается примерно год, на погоду будет оказывать влияние еще одно, более длительное природное явление – Тихоокеанское десятилетнее колебание, или ТДК, продолжается несколько лет и представляет собой череду потеплений и похолоданий. При потеплении в рамках ТДК возможно превышающее норму количество осадков на юге Калифорнии и на всей территории юго-западных штатов США, а также на севере Мексики, так что климатические условия на юго-западе могут быть менее засушливыми. Во время двух последних крупных Эль-Ниньо произошли изменения в структуре ТДК. Так что вполне возможно, что на юго-западе США обильные дожди можно ожидать только в течение 1 года. Журнал Live & Blues назвал американскую певицу Даюну Гринлиф лучшей исполнительницей блюза 2015 года. Подробности в репортаже из Хьюстона. Некоторые фанаты зовут Даюну Гринлиф силой природы, а сама певица считает, что именно Техас подарил ей вдохновение для творчества. В Техасе ты должен звучать чисто и свежо, и, конечно, сильно. Ее родители были известными исполнителями музыки госпел, однако поощряли интерес дочери к самым разным музыкальным жанрам. Я просто плавала в океане музыки. Гринлиф начала профессиональную карьеру в конце 90-х годов, уже закончив колледж и отслужив в армии. И успех в мире блюза иногда расстраивает любителей госпела. В этом году одна из церквей отменила свое приглашение, предполагавшее, что я буду петь госпел, посчитав, что меня слишком много хвалят как блюзовую певицу.
Большую часть своего репертуара Даюна пишет сама, по ее признанию, в одиночестве и задумчивом настроении. Иногда эти мысли приходят в стихах, иногда это слова новых песен. По словам певицы, у нее много новых песен, и теперь она хотела бы записать их, а также каверы песен 40-х, 50-х годов. У меня уже готовы 3 альбома, и я хотела бы записать их один за другим, но, как всегда, все упирается в финансы. А пока, подбодренная признанием журнала Living Blues, Льюина Гринлиф продолжит выступать со своей группой Blue Mercy на самых разных музыкальных площадках Соединенных Штатов, а также в Канаде и Европе. В Музее современного искусства в Нью-Йорке открылась уникальная выставка «Скульптура Пикассо». В экспозицию вошли около 150 работ. Многие из них выставляются впервые. Как отмечает куратор музея Энн Темкин, определить жанр Пикассо как воятеля чрезвычайно сложно. Каждый раз, когда он начинал творить, он брал новые материалы и использовал новую технику. Выставка в МоМА – одно из главных музейных событий этого года. И организаторы надеются, что она заинтересует не только тонких ценителей искусства. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Сергей. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.